я все-таки помладше, поэтому я это выбирать не буду. Это к вам. Мгм. На вы, на Не, ты. ну это просто стиль общения Ну да, такой да, да, уважительный. да. Ну, мы с Русланом Валиевым, например, на ты, потому что понятно, что мы друзья-приятели, поэтому как бы мы там эту этику не выдерживаем. А тут, ну, конечно, согласен. Все, да? Нет? Нет. Ну вот у меня, смотри, еще пока ничего здесь нету. Все идет? Все. Можно камеру пониже, Евгений? Чуть-чуть, чтобы... Не, точнее наоборот, чтобы больше грудь захватывала, чем в трусах, потому трусы все видно. Чем шорты? Нет, это шорты, Руслан, что вы, Шорты. нет. Ну, Настолько все критично, нет. так, секунду, сейчас здесь я... Все. Можно камеру пониже, Евгений? Чуть-чуть. Добрый день, уважаемые зрители, подписчики моего канала, сторонники независимого Башкортостана, потому что, как правило, у меня на канале люди, которые поддерживают мои взгляды. Сегодня у нас в гостях Евгений Коноплин, человек, который участвовал в аспектах, ну, он в последнее время достаточно часто принимает участие в аспектах, как независимый, наверное, я так понимаю, журналист, как обозреватель. И там произошел такой недавно разговор по поводу независимости Башкортостана. И Евгений высказался, что он против Башкортостана, против независимости Башкортостана. И сегодня я его пригласил в гости. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте, Руслан. Хотел бы с вами обсудить. Рождения. Хочу поздравить. Вы мне Спасибо большое. сказали Да. вчера, что у вас день рождения. Вот. Во-вторых, если в двух словах о том, почему я здесь, то, конечно, эфир мы ведем обычно с Русланом, если говорить по Германии. Я сейчас в Германии нахожусь, сам я уроженец Республики Башкортостан, как вы понимаете, не просто я так в аспектах. Вот. И там в 6 утра, ведя эфир, конечно, можно было какие-то вещи сказать не совсем ровно, да, не совсем понятно. И для того, чтобы, так как я работаю на аудиторию нашей республики, нашей любимой и горячо любимой республики, то хотелось бы быть максимально понятым и какие-то вопросы, которые ко мне поступают, в том числе от вас, какие-то тезисы разобрать и обсудить. Вот, потому что я себя точно таким же патриотом Республики Башкортостан, несмотря на свое русское происхождение, считаю. Вот. И плюс ко всему, мне кажется, что вы в своих соцсетях часто достаточно радикальны, достаточно жесткие в своих оценках. А посмотрев эфир с Русланом, мне показалось, что вы намного конструктивнее, мягче и как-то, как это сказать, больше идете на диалог, нежели в этих постах. Мне показалось, что это полезная дискуссия между людьми разных взглядов. Вот, поэтому я здесь. Собственно, спасибо, Руслан, за приглашение. Спасибо, Евгений, что откликнулись, потому что я считаю, что диалог необходим. Необходимо обсуждать, как и Руслан Валеев сказал правильно, что рано или поздно придется это обсуждать. Потому что те перемены, которые наступят рано или поздно, а я уверен, что они наступят, они приведут к различным ситуациям в стране, в том числе и вполне возможно к развалу. Хотим мы этого или не хотим. И обсуждать дальнейшее будущее Республики Башкортостан, каким оно будет, в составе ли России, федерация ли это будет, конфедерация, или это будет независимое государство. В любом случае нам нужно будет обсуждать. Евгений, итак, первый вопрос такой. Подождите секунду, буквально, прежде чем мы начнем обсуждать непосредственно тему
суверенитета Республики Башкортостан, да, мне хотелось бы потратить 2-3 минуты на то, чтобы людям объяснить вообще who I am, да, потому что я, наверное, для ваших сторонников в первую очередь и для вас самого человек неизвестный. Более того, вы меня называете в кавычках экспертов, до этого один раз назвали Федором, в честь того, что я с Федей Телиным, так скажем, я написал пост, а он срепостил, вот так получилось, что у нас такая коллаборация вышла, вот, и псевдолиберал. Так вот, я хотел потратить время небольшое для того, чтобы объясниться. Я работал, если мою какую-то медийную сторону рассматривать, я работал на телеканале БСТ, вот, что сейчас немножко может выглядеть стыдно, особенно в контексте их новости про вас. Вот, я и ваш телеграм-канал с удовольствием читаю. Вот. Там я занимался тем, что я в том числе был редактором телепередачи «Министерство правды», я думаю, вам знакомый. И моя бывшая жена Виктория Владимировна Куприянова была ведущей этой телепередачи. Да, да. И, знаете, мне за этот проект совсем не стыдно, просто потому что я понимаю, что кто были интересанты, безусловно, даже об этом можем поговорить. Я человек абсолютно свободный и честный. Но на БСТ тогда была такая путаница и такой хаос, когда был определенный идеолог, который хотел какие-то проекты включать разного рода, там, политические, неполитические, и такая боевая молодежь, как мы, а я воспитан там Борисом Немцовым, Алексеем Навальным, там, таким настоящей русской демократической идеей, то когда меня пустили до этой передачи, то в некоторых ее эфирах можно было наблюдать достаточно оппозиционные вещи, и, конечно, приглашение вас на эти эфиры, или Федора Телина, или кого бы то ни было еще, да, там Лили Чанышевой на тот момент, возможно, это было. Я за это всячески пытался как-то убеждать, чтобы вас всех пригласили, потому что я считал, что этот диалог нужен. Естественно, меня на 3, 5, 10 букв посылали, потому что это невозможно на БСТ. Вот. Понятно, что все эти люди вышеперечислены в черном списке, но я пытался, вот я работал корреспондентом, журналистом и так далее. Уже после отъезда в Казахстан в 2022 году, а до этого я участвовал в митингах антивоенных, акциях, я записывал блог, в котором на YouTube для аспектов как раз, получается, меня часто называли, так скажем, подстрекателем, в том числе ваших идей, потому что если рассмотреть, то есть вот объясняя, кто я есть, в том числе было видео, которое собрало, по-моему, где-то в районе 600 тысяч просмотров про Ради Фаридовича Хабирова, который говорил, это уже после Баймака было, конец января, начало февраля, наверное, если я по датам не совсем все это путаю, он приехал в какую-то деревню, там какие-то собрались хмурые, угрюмые лица в кожаных куртках, какие-то местные жители, которым он рассказывал, например, как он, вы меня поправите по датам точно, в 2020 году, когда закрывался Башкорт, когда его признали экстремистским, 2020 год. Да, 22 мая. Он там с этими жителями говорит о том, что именно он инициировал ваше закрытие, он выступал вот за то, чтобы вас не существовало, так называемых вот этих нацистов, да? А ведь, ну, то есть я не какой-то супер, я не Анна Политковская, ничего, но я открываю Google и начинаю гуглить и понимаю, что в 2020 году было судебное решение. То есть это суд постановил, а не Ради Хабиров. Но человек, который обладает юридическим образованием, насколько я знаю, он берет и, ну, вот он прокололся, он сказал правду. И я про эти вещи рассказываю. Безусловно, я не являюсь никаким экспертом, абсолютно на себя такую ответственность не накладываю. Я считаю, что в нашей республике не хватает людей с гражданским мышлением. Вот оно у меня есть, понимаете, и не более того. То есть я критикую ли Хабиров, критикую ли войну, естественно, да, поэтому я в Германии. Я выступаю от лица неравнодушного человека и не более того. То есть я считаю, что в нашем обществе таких людей слишком мало, и мы это обсудим, это один из моих тезисов, собственно, не то чтобы против отсоединения, а моих вопросов к тому, как это бы выглядело,
и насколько это сейчас возможно. Я думаю, что в целом я обрисовал, кто я есть, и можем продолжить. Мгм. Теперь вы знакомы. Да, ну тогда и перейдем, наверное, непосредственно к основной теме. Итак, Мгм. у меня тогда к вам вопрос такой. Вы за независимость Башкортостана или вы против независимости Башкортостана? Ах, Мой ответ будет такой. Вот неделю назад у меня, когда был стрим с Русланом Валиевым, вообще тезис про то, что я против независимости Башкортостана, не совсем так звучал, но я говорил о том, что я против отсоединения, если у нас существует такая элита, как, извините, вы. То есть я воспринимаю вас на данный момент, на сегодняшний день, главным медийным лицом вот этой позиции, да, отсоединения Башкортостана. Вас громче всего слышно, вас обсуждают даже на БСТ, что как бы тоже, ну, не часто там кого-то обсуждают. И когда я задумываюсь о свободном, так скажем, Башкортостане, да, о том проекте, который вы всячески пропагандируете для людей, я читаю вашу программу, я читаю ваш телеграм-канал, ваши соцсети, и то, что вы декларируете, я с этим просто не могу согласиться. Это именно, ну, то есть один из двух моих причин, почему я против Башкортостана. У меня этих причин две. Первое – это я думаю, вы со мной согласитесь, за любым таким проектом, как «Свободный Башкортостан», «Прекрасная Россия будущего», там, не знаю, все что угодно, чтобы мы не взяли, за ним стоят конкретные личности. Поэтому, например, в российской оппозиции, как вы знаете, после убийства, простите, Алексея Анатольевича Навального, произошел такой упадок у людей моральный, потому что люди поняли, что главный лидер, да, то есть вот этой прекрасной России будущего, его больше нету. И с вами, например, когда мы обсуждаем этот проект, я ассоциирую его с вами и с вашими высказываниями, и с вашей программой, которую я тоже читал, она такая немножко на прибалтийский манер как будто бы написана. Это первое. Второе, я не делю народ Башкортостана на башкир, русских, татар, евреев и кого угодно. Для меня это такая вот общая масса в плане чего? В плане того, что 24 февраля 2022 года началась война в Украине, вторжение наших войск, и вы не знаете, вас уже не было. Я был на митинге вот этим первым антивоенным. Естественно, его никто не организовывал, ну или, может, кто-то там кому-то писал, но для меня это было, вот знаете, то есть мы с утра в 5-7 утра узнали о том, что будет война, и я понял, что в 6 вечера точно надо выходить либо на Гостиный двор, либо на Горсовет, то есть какую-то площадку искать, выходить и хотя бы тем, что ты вышел, выражать мнение против. На Гостином дворе, я помню, стояли где-то в районе в начале 35 человек, потом их увеличилось число до 50. 24 февраля, насколько я это понимаю, опять же, я не эксперт, но менты, говоря русским языком, они стояли возле нас, возле протестующих и достаточно лояльно себя вели. Нас никто не запугивал, нас никто вообще не трогал. И я считаю, что если бы 24-го вышли тысячи, десятки тысяч людей против этой войны, то, возможно, мы бы как-то на этот вопрос, если бы не повлияли, то, по крайней мере, наш голос был бы слышен. А получилось так, что, я так понимаю, федеральный центр до регионов еще не донес, как вообще в этой ситуации себя вести, жестко ли винтить, не жестко винтить, поэтому в Петербурге, например, жестко разгонялись митинги, а у нас в Уфе, я считаю, что не сильно жестко. Но то наше общество, которое я помню на тот момент, оно было, извините меня, глухим к тем вещам, которые в действительности происходят, и достаточно безвольным, потому что если люди... Вы знаете, у меня есть такой аргумент, я его давно придумал, о том, что если бы Путин 20 февраля 2022 года, когда он признавал независимость Донецко-Луганских республик, да, или вхождение в состав России, по-моему, что-то такое, если бы он в эту дату вышел бы к людям и сказал, что он договорился с Зеленским о каком-то там особом статусе этого Донбасса или возвращения этих областей в состав Украины, то больше 80% населения это бы поддержали. Точно так же, как и войну 80 чем-то процентов по данным ВЦИОМ поддерживают и так далее. Я считаю, что это показатель безволия наших граждан.
И если у нас нету фундамента в виде гражданского общества на сегодняшний день, в виде элиты, а элита для меня это те люди, которые, опять же, выходят всячески, борются хотя бы с таким очевидной вещью, которая объединяет и вас, и меня, и кого бы то ни было еще, война в Украине. Это там, где мы абсолютно схожи и одинаковые тезисы выдаем. Если мы не смогли как-то этому воспрепятствовать, если мы не смогли хотя бы собрать людей и как-то, не знаю, с этим побороться, мирно, не мирно, то я считаю, что у нас чего-то явно не хватает. Я также не считаю, что у нас есть какие-то институты, которые могли бы позволить Башкортостану вот завтра раз и существовать спокойно в свободном виде. Я считаю, что этого, что без этих вещей тот Башкортостан, который вы хотите, очевидно, чтобы он вот как можно скорее был свободным, я считаю, что таким образом мы придем не к Башкортостану, который подписывает союзные договоры с Германией и Соединенными Штатами. Я опять же у вас видел пост о том, как это будет прекрасно. Такой прекрасный Башкортостан с ВВП на уровне Беларуси. На уровне Португалии. Ну, Португалия, это у нас Владимир Владимирович в свое время обещал в начале... Нет, наши экономисты подсчитали именно на уровне Португалии. Но я имею в виду, что у Беларуси где-то в районе 8 тысяч евро на душу населения. Вы называли цифры чуть поменьше, но не радикально меньше. Так вот, я считаю, что мы придем не к этому, а мы придем к большим конфликтам, которые вскроются. Они сейчас, их не видно, но, например, работая на БСТ, я человек, который, как вы понимаете, не обслуживает ничьи интересы политические. У меня нету за мной каких-то организаций и прочего. Я здесь просто вот существую сам по себе. Поэтому то, что я говорю, это то, что я видел исключительно. И это не попытка манипулировать какими-то фактами или еще что-то, да, или какую-то идеологическую политику с вами проводить. На БСТ я часто замечал о том, что там действительно такие настоящие башкиры, которые ведут свои такие башкирское телевидение для своих людей. Вот среди них я часто слышу о том, что вот мы отсоединимся, отвоюем вот эти территории, вот те. Я не знаю, когда я устраивался на телеканал, мне в отделе кадров говорили: ты же русский. Русский, почему на БСТ пришел? Русским нельзя БСТ. Это вот ты иди в свои русские каналы и там работай, а к нам не надо. А тот шовинизм, который существует, я не считаю, опять же, у вас посты часто я вижу о том, что вот русский убил башкирку, русские, они вот захватчики, они какие-то империалисты. Но мы же для того, чтобы быть честны, во-первых, перед самим собой, должны, наверное, тогда уж показывать две стороны. И я уверен, что может быть новость, и мы это не можем исключать, какого-нибудь криминального характера, чтобы башкир убил русскую девушку. Так, Евгений, секунду. Тут уже вы накидали столько как бы тезисов своих, которые я бы хотел бы немножко опровергнуть или со своей стороны ответить, и дальше перейти уже на русский и башкир, как бы, да? По поводу элит. Я думаю, я был понятен, это мои какие-то... По поводу элит и готовности или неготовности Башкортостана к независимости. В 90-х годах, в 91-м году, когда развалился Советский Союз, можно ли было говорить о том, что у нас были элиты какие-то? И о том, что готов ли был Башкортостан к той полунезависимости, которая просуществовала до прихода Путина? Потому что надо сказать, что тогда Республика Башкортостан практически управлялась сама по себе, и никакого влияния центра на республику не было. Это можно с уверенностью сказать. И надо же помнить, что при Советском Союзе была плановая экономика. Никакой рыночной экономики не было. И тогда Республика Башкортостан, те элиты, то есть, как вы называете, да, те руководящие чиновники, которые управляли тогда республикой, они вполне успешно справились с задачей. И Республика Башкортостан была регионом-донором до прихода Путина, которая обеспечивала не только себя, но и другие регионы России. Это первое. Второе, она в 90-х годах активно развивалась, строились дороги, школы, газопровод и так далее, и так далее. То есть я хочу сказать, что по пришествии уже этого времени, 30 лет прошло, да, у нас давно уже не плановая экономика, у нас рыночная экономика. В 90-х годах мы заключали договоры и с разными странами мира.
в том числе там и Австрия, и Турция, и Великобритания, со многими рыночные отношения были, да, вот. По поводу элиты. У нас есть доктора наук в сфере экономики, в сфере инженеры-башкиры. У нас есть медицина. Это, я еще раз говорю, у нас не только башкиры, я имею в виду, конечно, все национальности. Факт в том, что народ стал умнее намного, образованнее, это неоспоримо. И говорить о том, что наша республика сейчас не готова, но если Кыргызстан смог, да, идти по Ну, пути что значит развития. смог, да? То есть Кыргызстан это бедная страна, Кыргызстан. И насчет того, что вы Это говорите, что у нас развивающая много страна. секунду буквально. Количество докторов наук у нас может быть очень большое, но качество нашего образования, качество образования в Башгу, в УГАТУ, который я закончил, проектирование авиационных двигателей, нефтяного университета, это невысокое качество образования, наши вузы не котируются. И квалификация, которую дают в этих вузах, а большинство нашего населения, безусловно, закончили, наверное, эти три вуза, которые я перечислил, оно невысокое. И поэтому, когда я говорю про то, что у нас не хватает кадров, а те кадры, опять же, отсоединение Башкортостана, кто будет этой элитой? Азат Бадранов или Руслан Габасов? Для меня оба это плохо, потому что для меня там Азат Бадранов это некомпетентный человек. Это, ну, помимо того, что он вор и подлец и негодяй, я не увидел, я работал на РБК, и постоянно общался с нашими министрами, с нашими чиновниками, я не увидел там компетентных кадров, я не вижу их, к сожалению, там и в вашем лице, Евгений, и в вы лице... верите в молодежь? Безусловно, конечно, но Вот. правда это широкое понятие. Я верить в тоже молодежь. верю в молодежь, и поэтому я с самого начала говорил о том, когда мне говорили, буду ли я занимать какой-либо пост в будущем независимом Башкортостане, я всегда говорил, что я себя лично вижу тараном. Таран, который разбивает эту систему. Но управлять республикой в будущем должны молодые кадры. Должна та молодежь, которая сегодня, я считаю, намного умнее, мыслит по-другому совершенно, по-новому. И вот из них будет формироваться наши будущие управленческие кадры. Руслан, а вы видите среди молодежи большое количество, особенно среди уфимской молодежи, да? Потому что это люди все-таки, ну, чаще бывающие там из-за границы и там в Москве везде, то есть более, как сказать, более прогрессивные люди, чаще всего живут в столице. Я думаю, мы с этим спорить не будем. Вы видите среди них на селе настроение, которое касается отсоединения Башкортостана? Вообще молодежь этим сейчас заботится? Смотрите, независимость Башкортостана – это идея. Идея, которая должна владеть массами. Еще 2 года назад, 2,5 года назад, когда начиналась война, даже я сам не говорил о независимости Башкортостана. Я когда приехал... Не в контексте? Я договорю, можно, да? Когда я эмигрировал в Литву, я выступал на форуме «Свободной России», я говорил о федерализации по проекту Айрата Дильмухаметова, которого Руслан Валеев также уважает. Я говорил о том, что нужна новые договорные отношения, и что статус многих областей должен подняться до статуса республик. То есть, да, чтобы все были со статусом республик. Что не должно быть Москвы как центра, который всеми управляет, а должна выбираться новая столица. Не обязательно это должна быть Москва. То есть, но после начала войны мои планы, мои идеи, мои цели изменились, потому что я увидел, что вот в дальнейшем в составе этой кровожадной империи нет смысла оставаться. И эта идея начала овладевать массами. Я начал об этом говорить. Мои соратники начали об этом говорить. Я уже с уверенностью могу сказать, что сегодня многие, пусть может быть не русские, но башкиры, татары говорят о независимости у себя, в том числе на кухнях. Конечно же, открыто об этом сейчас невозможно нигде говорить, потому что за это сразу можно получить большие сроки. Идея, она постепенно... И когда надо даже понимать, что рано или поздно это случится, и об этом можно будет говорить открыто. Когда в 90-х годах говорили о каком-то там поражении Советского Союза, о его разрушении, никто не мог про это говорить. Но когда 91 год произошел, все начали об этом говорить. И здесь то же самое. Поэтому
Говорить о том, что идея, то есть говорят ли об этом сейчас или не говорят, это неправильно. Я могу сказать, что мне огромное количество людей пишет, в том числе и из элиты, из интеллигенции пишут, и политики пишут, как бы, которые поддерживают эту идею и которые видят ее наиболее разумной. Поэтому сейчас говорить о том, что кто-то поддержит, прям вот, что стоят демонстрации, там, митинги огромные, дайте нам независимость, об этом нельзя говорить. Мы не можем сейчас сделать какую-то выборку, сколько Безусловно, нет людей. технологии в тоталитарном режиме, я прекрасно это понимаю. Но а, насчет того, что люди боятся, слушайте, если мы сейчас дойдем в комментарии к Баш ДТП, там люди такое ощущение, что вообще ничего не боятся. И все высказывают, набрасывают друг на друга и разговаривают на самые разные темы. Поэтому тут немножко как будто бы преувеличено. Мне интересно, опять же, вернемся к вашему тезису про то, что после войны все изменилось. Что конкретно, по-вашему, изменилось в отношениях вот этой кровавой ужасной империи России и одного из ее регионов, Республики Башкортостан? Изменилось то, что Россия – это страна-агрессор, которая нападает на беззащитную Украину. Первое. Безусловно. На нее наложено огромное количество санкций. То есть это не мы начали войну, не Башкортостан. И по идее в настоящем федеративном государстве Москва должна спрашивать у регионов, у всех, хотят ли они участвовать в этой войне, будут ли они отправлять своих солдат или нет. Этого не произошло, с нами никто не разговаривал, с нами никто не считался. Отдали приказ, отправляйте на войну такой-то процент. И Хабиров под козырек и начал отправлять. Нам это нужно? Нам это не нужно. Почему наши жители должны погибать за какой-то непонятный русский мир? Который, вот нам Украина вообще ничего не сделала. Она где-то там за несколько тысяч километров от нас. У нас с ними никаких пересечений нету, каких-то там противоречий нету. Поэтому это первое. Во-вторых, ну то есть я говорю, что, во-первых, нас отправляют умирать за непонятные идеи. Во-вторых, даже если победит Россия и Украину, от этого Башкортостан станет как-то лучше жить. Вот сейчас башкиры умирают за русский мир. Станет ли, даже если Россия победит, башкиры будут жить лучше? Я абсолютно не вижу. Как башкирский язык запретили, так он запрещенный остался. Как преследовали наших политических деятелей, национальных активистов, так и преследуют до сих пор. Еще хуже даже стали. Как экономически выкачивали Республику Башкортостан, так и до сих пор выкачивают. Что должно измениться? Почему вы должны оставаться в этой стране? Ну, для меня просто чуждый тезис о том, что когда вы разговариваете про войну и про то, что там башкиры воюют за русский мир и так далее, я не понимаю, почему мы должны, как сказать, не вместе к этой... То есть вот я житель Башкортостана, и я негативно, безусловно, ужасно отношусь к войне и всячески против нее выступал, еще находясь в Уфе, да. Но я как-то не отрезал Башкортостан отдельно от всей огромной проблемы. Безусловно, Башкортостан находится на втором месте по числу погибших на этой войне. Да? Тоже мы знаем, это, по-моему, Медиазона считает. Но говорить о том, что вот у России много санкций, поэтому мы как бы отдельно. Но тут для меня это какое-то лицемерие, потому что мы понимаем, что большинство из тех, кто сейчас идет от Республики Башкортостан на войну, эти люди идут добровольно. Они идут за бабки туда. И хорошо, а кто сделал их бедными такими? Кто сделал русских бедными такими? И башкир бедными такими? Давайте про русских не будем говорить. Причем здесь русские? Ну, башкиры, причем здесь виноваты башкиры? Вот есть русские, страной управляет русское правительство, по идее. Медведев, Путин, все Шойгу и так далее, То есть не Шойгу, а вот остальные там, да? Ну, Шойгу это очень мелкий, и надо сказать, что эти люди, которые там есть, очень представлены маленький процент из националов, эти люди, Шойгу это христианин уже давным-давно, человек, у которого он встроен в эту систему, он никогда не заботится о ТВ своей. Людей по национальному признаку в принципе. То есть, говорить, там сидят русские. Да. Я просто реально не понимаю, вот честно, потому что во мне есть еврейский... Вы верите, что Россия может управлять башкир? Что мог бы, выбрали бы башкира президентом? Мог бы я проголосовать за башкира на президентах республики? Нет, вы верите, что в этой стране может президентом стать башкир, чеченец? Вы верите в это? Якут?
Не то, что верю, я помню, что в 2004 году та же Ирина Хакамада баллотировалась на пост президента России. Баллотироваться это Да, одно. и это правда. Чтобы... что- Ну, понимаете, Путина выиграть не может вообще никакой национальности человек на данный момент. Хоть у него фамилия Надеждин, хоть без Надеждин, хоть Габасов, хоть Хакамада, хоть кто. Понимаете, это персоналистский режим. Он не построен на России Да. для русских. Безусловно, у нас ультраправых вот этих вот людей из правого сектора, о, господи, из правого сектора, простите меня, с русских маршей с ними поступают точно так же, как и с вами. Я не знаю, Максим Марцинкевич, главный такой человек, попсовый, так скажем, да, ютубовский, из числа такой вот ультраправой тусовки, он точно так же повесился в тюрьме. Да. А вы знаете таких, как Холмогоров? Я, безусловно, Ну, знаю. так это же русский националист, который защищен полностью всей этой системой и активно пропагандирует Но мы же русский не национализм. капитальная линия на сегодняшний день Владимира Путина это для России для русских. Но нет. Вы считаете, что он такой... Конечно, иначе бы в Конституцию не было бы внесена такая поправка, как русский язык является государствообразующим. Первое. Иначе бы тогда не пропагандировалась бы идея, что все башкиры, якуты, чеченцы все являются русскими. Это же сознательно делается для того, чтобы мы, башкиры, мы, татары, якуты, чеченцы, чтобы мы теряли свою национальную идентичность и становились русскими, общероссийской русской массой. Ну это же понятно же. Ну вот я понимаю, что вы хотите, что вы не верите в это, возможно, просто или не хотите верить в это. То есть всеми силами пытаетесь отталкиваться от этого, но это так и есть. И сегодня русские общины, если вы слышали о таких, такая организация, русская националистическая организация, она активно действует вместе с правоохранительными органами во всех практически регионах. Я просто считаю, что режим Путина, я думаю, что доказательств этому миллионы больше, существует на глубоком цинизме прожженном, а не на какой-то идеологической подоплеке. И этот цинизм выражается в том, что на сегодняшний день, там, по-моему, где-то в одном из ваших пабликов я читал про какие-то нагоны на одной из ведущих Владимира Соловьева, и там они разговаривают о тезисе какой-то шестой колонны, и о том, что вот Соловьев, это какие-то там вот люди, которые пытаются вот прикрываться пропагандистами, а на самом деле разваливают нашу страну. Я уверен, что как только эта война закончится, если она закончится, не дай бог, победа России, то этих националистов пошлют тут так же далеко и так же быстро, как это всегда происходит, потому что идейные люди Путину, безусловно, не нужны. Никакой идейности в его кабинете министров или там того же Шойгу взять, Медведева и так далее. Медведев вчерашний человек, который стоит с айфоном в лифте и говорит о том, что классно там открыть телеканал «Дождь», классно вернуть, по-моему, он говорил там, да, выбор губернаторов и так далее. Просто в нем открылась его сущность. Вот и все. Это просто циники. Я не вижу, что там открывается какая-то сущность. Эти люди сегодня будут за Россию для русских, там условно какие-то тезисы, которые вы находите. Возможно, хорошо, я услышал, убедительно. Но я уверен, что завтра, если надо будет, эти люди будут опять с каким-нибудь, если бы у них была такая возможность, стоять с Дональдом Трампом, обниматься и говорить, как классно, что мы с Америкой. И точно так же мы продаем Россию Китаю, это не похоже на какой-то национализм, когда мы, с одной стороны, продаем Россию Китаю, с другой стороны, мы воюем в Украине. Я не вижу этого, опять же, потому Евгений, что наши... Хорошо. То есть давайте вернемся к независимости. То есть вы считаете, что башкиры недостойны того, чтобы у них было свое собственное государство? Не надо передергивать. Я не считаю, что кто-то недостоин, чтобы у них было свое государство. Почему же тогда вы считаете, что вот те же самые... Вы говорите хоть, что Кыргызстан живет бедно, но вы спросите у любого сегодняшнего кыргыза, хотят ли они быть в составе России. Я вас уверяю, что 99% и 9 скажут, что нет. То же самое молдаване, то же самое Узбекистан. Узбекистан развивается очень хорошо. У них есть для этого все данные. Казахстан развивается очень хорошо. Какая бы там ни была система, но они развиваются. И я у вас уверяю, что даже Туркменистан... Там диктатура. Какая разница? Диктатура, не диктатура. Подождите.
они независимы, у них они не только сохранили свой язык, они его развили, они увеличиваются в численности. И рано или поздно диктатура падет. И эти государства станут нормальными государствами в мире. И они, по крайней мере, они уже будут состоятельные, как независимые государства. В это время Башкортостан, пусть здесь, да, многонациональный, но факт в том, что башкиры на данный момент теряют в численности. Мы 2 переписи подряд теряем в численности. У нас 1/3 башкир не считает башкирский язык своим родным языком. У нас уничтожена вся система национального образования. У нас сегодня нету учителей, которые могут уже преподавать, хотя еще 20 лет назад было, химию, физику, алгебру, геометрию на башкирском языке. То есть мы деградируем в составе России, мы размываемся, мы ассимилируемся. И у нас единственный шанс сейчас вот появился, да, создать свое собственное национальное государство, где будут все национальности жить, как я в своем проекте, мы писали об этом, да. Но это будет Республика Башкортостан, где именно права башкир, как государствообразующего народа, будут защищены. Так почему тогда вы считаете, что у башкир не должно быть своего собственного государства? Почему мы должны быть вечно в составе России? Почему? Нет, опять же, я не говорю, что кто-то должен быть вечно в составе России, что я против или кто-то недостоин. Я говорю о том, что когда вы говорите, я верю в молодежь, а вы эту молодежь хотите положить на гражданскую войну, где будут участвовать русские, татары и башкиры? А почему вы считаете, что будет гражданская война? Полностью. Я не могу ее исключать. И те люди, которых я сейчас пытаюсь защищать... Нет, какие у вас есть аргументы для гражданской войны? Аргументы? Да. Вы сами пишете о том, что меня как татарина очень задевают утверждения о том, что территории северо-запада Башкортостана чудесным образом являются татарскими землями. Я, работая на БСТ, столкнулся с этим здесь и там, постоянно сталкивался с этническим конфликтом татар-башкир. Не дай бог, где скажешь, где-то татар, где-то башкир, не дай бог больше в кадре, не дай бог больше где-то сразу элиты, какие-то вот местные жители из деревень начинают писать сразу против, на телеканале начинаются конфликты и прочее. Это раз. Два. Вы говорите, ваш тезис. Сами же русские, которые проживают на территориях национальных республик, будут за сепарацию, хотя их никто и спрашивать не будет. Вы понимаете, что вы этим тезисом говорите? Вы просто вносите, понимаете, я когда вас читаю, у меня складывается ощущение, опровергните, если не так, что вы вызываете у башкир ненависть не к Путину или не только к Путину, а зачастую к соседу по лестничной клетке Ивану Ивановичу, понимаете, что именно Иван Иванович имперец, узурпатор, что его надо насильно сепарировать, что мы обязательно через какое-то время будем партнеры с Германией и с Соединенными Штатами, но мы не говорим о том, что это делается всегда ценой, а это будет все в крови обязательно. Это не будет либо, это может быть бескровно, но тогда, Руслан, не надо говорить про то, что, опять же, один из ваших тезисов, мы в любом случае вернем себе независимость. Надо говорить о том, как мне кажется, что мы всегда можем сесть и не с имперцами, не маркировать меня, Руслана и других демократически настроенных людей, которые, безусловно, выступают с гуманистическими целями, и поэтому мы уехали из России. И этим людям их называть псевдолибералами и говорить, внимание, опять же ваша цитата, выступают за сохранение России в ее нынешних границах, не готовы воевать с нацреспубликами, пока слабы, как только окрепнут, будут готовы подавить силой. Опасны, так как врут и обещают нацреспубликам одно, а на деле ничего из этого не будет. Откуда вы это берете? Откуда вы берете, что я псевдолиберал? Подождите, Евгений, сейчас я отвечу. Мысль закончу и потом дам вам высказаться. Вы говорите о том, что мы врем, потому что вы называете конкретно меня псевдолибералом и многих других людей, но вы этим самым обобщаете. Я уверен, что вы, например, вам не понравилось видео Владимира Милова, я думаю, вы его видели, про то, что нацреспублики не имеют никаких перспектив к суверенитету. Так, может, мы будем говорить, что Милов врет,
или там Конечно, еще кто-то врет. конечно. Почему мы говорим, обличаем все это в неких псевдолибералов, называемых хорошими русскими в контексте, да, в кавычках точнее, и говорим о том, что эти хорошие русские, безусловно, нас обманут, приведут кровь и так далее. А я Объясню, считаю, если объясню. мы будем, если Руслан Габасов будет говорить про то, что русские здесь никто, а в комментариях вы пишете одному из, я так понял, Нет, чувашских Евгений, дайте я активистов. отвечу, а то вы уже, вот, по-моему, пятый или шестой вопрос задаете. Не, это все один и тот же вопрос. Ваш, и на самом деле мой ответ. Когда вы говорите о том, что в комментариях чувашскому активисту предлагаем забрать русских из Башкортостана, вы что делаете? Вы просто вносите еще один еще один шаг делаете к тому, чтобы те противоречия, которые, безусловно, есть у русского населения Башкортостана, и я по своим родственникам могу сказать, что по некоторым есть, безусловно, это какое-то пренебрежение к башкирам. У башкир какое-то холодное отношение к татарам, у татар пренебрежительнейшее у многих отношение к башкирам, и вот в этом коконе мы все существуем и как-то живем, вы подталкиваете нас к большому межэтническому конфликту. И поэтому, когда вы говорите о том, против ли я отсоединения Башкортостана, я закончу. Я против на тех условиях, которые вы выставляете. Я, безусловно, за, чтобы это было мирно, потому что я защищаю сегодняшних людей в Башкортостане. Мне плевать, что будет через 500 лет, потому что я не могу на себя брать такую ответственность. Я могу брать ответственность за свою мать, за своих друзей, в том числе и башкир и татар. Я не делю людей на национальности. И я считаю, что если мы пойдем и будем, как вы, еще раз вас процитирую, любым способом себе Давайте вот я ненавидимость. отвечу, а то вы еще вы Одну секунду. продолжаете. Это любым способом возвращает себе независимость, да, я против. Любым способом, да. Референдумом, конечно, с удовольствием. Давайте объявим референдумы, давайте наконец-то Путлер помрет, и мы проведем эти референдумы. А силовым методом нет, я закончил. Теперь, сперва по поводу псевдолибералов. Кто такой либерал? Либерал – это человек, который выступает за права и свободы. Правильно? Да. Вот. Человек, который выступает у каждого народа, у каждой нации, согласно уставу ООН, есть право на самоопределение. Вплоть Без... до создания своего собственного государства. Если либерал выступает против этого права, а многие сегодняшние так называемые либералы выступают против независимости и открыто говорят, что мы против, то есть какие они могут быть либералы тогда? Это псевдолиберал. Это, на мой взгляд, я считаю, что наиболее четко сформулированный вот тезис. Почему я так называю? Я по-вашему псевдолиберал, если я против силового. Если вы выступаете против независимости, если вы выступаете против права народа на самоопределение и создание своего собственного независимого государства, то вы псевдолиберал, получается. Почему вы лишаете народ права на референдум и пускай эти люди на референдум? Я не лишаю. Дальше, теперь отвечаю дальше по поводу татар и башкир. Понимаете, татары точно так же хотят быть независимыми, как и башкиры. Точно так же. Они когда-то были давным-давно захвачены, многое население было вырезано. Я вас слушал, давайте я отвечу. Точно так же были захвачены. Они одни из первых в 90-х годах, которые поднимали лозунги о независимости, потому что тогда можно было это делать. И я вас уверяю, что у них у всех сидит точно такое же желание создать свое собственное национальное государство, потому что они прекрасно понимают, что Татарстан это будет успешное национальное государство, богатое достаточно. Они достаточно умный народ. И поэтому все те конфликты, которые были между башкирами и татарами, а также между армянами и азербайджанцами, между осетинами и ингушами, все вот эти конфликты, это были спровоцированы центральной московской властью. Изначально все, так как нарезались границы, отнимались от одних, передавались другими, вкидывались какие-то внутренние противоречия. Все это шло из центра. У Дугина, да, мы прекрасно знаем, кто такой. Есть книга, да, труд, где он говорит о геополитике. И там написано прямо четко, что между башкирами и татарами нужно создавать конфликты. Ни в коем случае нельзя делать так, чтобы они объединились, потому что это будет очень мощная сила тюркская, мусульманская в центре России. То есть
это сознательно идет, и вот эти все противоречия... У нас вообще, если честно, противоречий практически нету никаких. Мы никогда друг с другом не воевали. Мы никогда друг друга там не убивали. И все вот эти противоречия, которые между нами есть, мы можем сесть и решить за столом переговоров. Поэтому я вас уверяю, что как Татарстан без независимого Башкортостана, то есть Татарстан не сможет стать независимым без независимого Башкортостана. Башкортостан не сможет без независимого Татарстана. Мы все должны друг друга поддерживать. Поэтому вопрос с татарами, я считаю, надуманный в первую очередь. Во-вторых, он постоянно провоцируемый конфликт тем же самым Хабировым. С его приходом противоречия намного сильно обострились. Когда наша организация Башкорт была, у нас никаких противоречий с татарами не было. Мы ездили, встречались друг с другом, с национальными активистами, которые считаются, то есть наиболее такие, на пике стоят, да, проблем. Поэтому говорить об этом, что у нас там с татарами какие-то конфликты, это неправильно. Дальше, по поводу русских. Я прекрасно знаю, что многие русские сегодня против независимости Башкортостана. Но среди моих сторонников есть огромное количество русских, которые мне пишут и которые говорят, что мы за независимость выступаем. И когда я говорю, что русское население не захочет чтобы Республика Башкортостан стала независимым государством, поэтому я и же говорю, что никто у них спрашивать не будет. Понимаете? Мы имеем право на создание своего собственного государства, так же, как не спрашивали и в Казахстане, в Узбекистане, и в других национальных сегодня независимых государствах. Те люди, которые захотят жить в независимом государстве Башкортостан, русские, пожалуйста, для них будут все такие же права, для них будут те же самые условия созданы, все, изучение своего собственного языка, участие в политических партиях и так далее, и так далее. Ты можешь создать свою политическую партию в Республике Башкортостан, русскую, и защищать свои права, да, как диаспоры, потому что русские не коренной народ Республики Башкортостан. Это люди, которые переселились сюда, которых центральная власть переселяла прям волнами. Это колонизаторы, когда-то которые колонизировали наши башкирские земли. И в результате этих переселений башкиры стали в меньшинстве. Мы виноваты в этом? Нет, не виноваты. Я виноват в этом. Вы не виноват, согласен. Но вы же против. Почему вы против? Почему вы не признаете, что русские когда-то заселяли эти земли насильно? Мы можем провести референдум, когда наконец-то президент России уйдет по тем или иным... Такая Россия, которая, как бы сказать, на распутье, да, грубо говоря. Вот у нас закончилось, власть пала, и мы все садимся и это обсуждаем. И не с калашниками выходить и отвоевывать себя, а выйти цивилизованно и решить этот вопрос через референдумы. Почему мы не можем этого сделать? Почему мы не можем... По поводу референдума. По поводу референдума. Вы хотите сказать, что... Российская власть обязательно, эти либералы, так называемые либералы, они все обязательно придут и скажут, вы будете жить под нашей диктовкой. Они придут, наденут на себя маску Путина и скажут, ага, мы вернулись. Я в это не верю. Потому что это точно Какие вы даете гарантии, что после 2 сроков условной Юлии Навальной или Гарри Каспарова не придет Путин 2, не придет условный Стрелков? Какие вы даете гарантии? У них будут такие же права. Здесь, смотрите, вы же прекрасно понимаете, что как в Германии не получится. Когда нацистскую Германию повергли, туда вошли войска, с людьми Германию разделили. Там были военные базы, которые контролировали все, чтобы не было никакого ренессанса военного. Людей лечили, сознательно возили там в кинотеатры, где показывали все жестокости фашистского режима. Их возили в концлагеря, их возили на могилы массовых захоронений. У нас же этого ничего не будет. Никто же не будет, НАТО не будет вводить сюда войска. Украины. Что? Во-первых, мы никак точно не можем предсказать, чем эта война закончится. И закончится ли она, почему вы исключаете вариант о том, что русские люди будут ездить в Бучу, и им там будут показывать все ужасы, которые натворили? Кто их туда будет возить? Я не знаю, чем эта война закончится, во-первых. Вы считаете, что Россию оккупируют? Я считаю, что я не знаю, чем закончится война. И когда вы мне говорите о том, это очень маленький вариант. Вы мне говорите о том, что Юлии Навальной, почему я
Могу ли я гарантировать, что после Юлии Навальной, условный, да, опять же, придет или не придет Гиркин, Стрелков? Но вы точно так же не можете гарантировать, что мои любимые, мои родные, друзья, приятели, моя родная Уфа не утонет в крови, если к власти придет какая-нибудь хунта. Военным путем приходит хунта и начинает творить там беспредел. Мы это точно так же не можем гарантировать. Смотрите, Евгений, вам есть куда ехать, если что. Если у вас здесь началась хунта, подождите, давайте цинично рассуждать. Давайте рассуждать цинично. Вам, если что, есть вашим родным, у вас есть за пределами Республики Башкортостан огромное количество территорий проживания русского народа. Башкирам ехать некуда. Башкир некуда ехать. То есть вы, русские, заселили большинство Республику Башкортостан, установили свои правила, установили свой язык практически во всех сферах. Еще 100 лет назад каждый башкир знал башкирский язык. Сегодня этого нету. Еще 20 лет назад все точные науки преподавались на башкирском языке. Сегодня этого нету. И что нам делать? Ну хорошо, мы вас жалеем, мы вас все как бы, но что нам делать-то? Объясните. Не надо какие гарантии? Вот я вам говорю, что в случае чего у вас есть куда уехать. Нам некуда ехать. То есть мы должны погибать, да? Если придет, что через 20 лет Стрелков, Гиркин снова. Что нам делать? Вы даете гарантию, что через 20 лет, когда придет Стрелков, Гиркин и, скажем так, на ошибках Путина не подготовиться лучше и не устроить здесь вообще как бы Зимбабве? У нас сейчас пинг-понг, потому что я говорю, как вы можете гарантировать, что в Башкортостане не будет бандитской хунты какой-нибудь, которая начнет терроризировать в том числе население Башкортостана, оно и сократится, и не будет счастливо, потому что при хунте никто не счастлив. Нельзя просто радоваться тому, что ты независим. Надо еще иметь холодильник полный продуктов, работу и так далее, какие-то права минимальные, правильно? Это, наверное, не очень хорошо иметь на улице людей с калашниковыми, да, и с большими бородами, как в Афганистане. А вы меня спрашиваете, могу ли я гарантировать, что Россия будет жить цивилизованно? Дугина тоже большая борода, если что. Я понимаю, и Дугин это точно такая же мразь, как и все, кто сейчас поддерживает войну. И у Гундяева еще большая борода. Но вот из этого пинг-понга нету выхода. Но мне не нравится тезис, когда вы говорите о том, что вы русские, можете жить в Рязани, поезжайте в Мухосранск, я где-то у вас читал, еще куда-то. Я не хочу. Мои предки, мой прапрадед, один из первых учителей грамоты в Башкортостане, татарин дед Халик. Моя прабабушка вместе со своим мужем, татарка, была одной из людей, которая поднимала и развивала татарскую нефть. С какого это хрена, извините, мне будут говорить, что я потомок этих людей, которые развивали эти две республики, плюс ко всему, там, татарские корни, я должен уезжать куда-то, там, в Казань, в Оренбург, в Екатеринбург, в Москву, еще куда-то, просто потому что я не той национальности. Нет, потому что вы против независимости Башкортостана. Я только что сказал миллиард раз, что я не против независимости Башкортостана. Я против того, во-первых, я вам не доверяю. Почему? По какой причине? Вы говорите о том, что парламентская республика, права людей, там, либерализм, демократия, все прекрасно. Но этот же человек угрожает преследованием художницы Алены Савельевой, комику Руслану Белому. Вы никак до сих пор не прокомментировали. Вы просто сказали о том, что у башкир, у вашей элиты руки короткие до Ольги Бузовой, но вы не осудили того, что человек на ВК-фесте, это не День защиты детей, это был ВК-фест, фестиваль, за который люди платили не самые маленькие деньги, и дети там, 5 лет не могли туда без родителей прийти. Она, да, выступила в достаточно откровенном наряде, но мы живем в Европе, где люди могут выходить на гей-парады, понимаете, это тоже нормально. Евгений, я не осуждал, вы можете перечитать мой пост, я не осуждал Буздову за ее наряд. Да, но вы не осудили, вы не... Алену Савельеву, да, осудил. Алена Савельева, да, хотя это просто художница. Но сейчас мы переходим в частности, потому что мы сейчас говорим о независимости и о... Да, я объясню еще раз, понимаете, когда я говорю о том, что договор
на равных между Башкортостаном, Татарстаном, Россией и так далее может существовать, потому что придут люди компетентные. Та же Екатерина Михайловна Шульман вряд ли завтра превратится в Дугина. Что-то мне подсказывает, что этого не произойдет. Потому что я вижу ее по ее взглядам, они гуманистические, они глубоко прогрессивные и так далее и тому Вы подобное. помните Путина в начале 2000-х? Человек Да, хотел вступить в НАТО даже. это человек шутит армейским юморком, Какая воюет разница? воюет в Чечне, понимаете, и через 3 года разносит редакцию НТВ и сажает Михаила Борисовича Ходорковского в тюрьму. Это тот же самый Путин. Он и 20 лет назад был Путин, и через 10 даже в Агутина не превратится, понимаете? И поэтому я говорю о том, что эти люди, которые на сегодняшний день выступают в поддержку и Украины, и демократических преобразований в России, у нас тоже в 91 году к власти не Новодворская пришла, да? И, к сожалению, для многих и, наверное, для вас. Но я по этим людям вижу, по их высказываниям, что они искренне отнесутся к этому с уважением и будут всерьез это обсуждать. А когда я слышу вашу позицию, то я заглядываю за вашу позицию к вашей личности. И я не понимаю, как можно было угрожать преследованием художницы Алены Савельевой или комику Руслану Белому. Вы сейчас говорите неправду, потому что я ей не угрожал нигде, и вы ни одного поста не найдете, где я ей угрожал. Я ее раскритиковал. Угрожали ей совершенно другие люди, которых я вообще не знаю. Я осудил эти угрозы. Вот на этом остановимся по поводу Савельевой. Перейдем теперь по поводу договоров. Смотрите, если вы обращаетесь к какому-то человеку, который вам обещает что-то, вы приходите к нему, и он вас обманывает. Хорошо, вы его простили, потом пришли второй раз, он вас снова обманул. Пообещал и обманул. Потом третий раз пообещал вам и обманул. Будете ли вы 4-й раз обращаться к этому человеку? А это один и тот же человек, Руслан? Да. Мы живем в статике, да, то есть Иван Грозный равно Владимир Путин, равно Иосиф Сталин, Джугашвили, это все примерно один и тот же. Это та же самая империя, которая просто меняет маски. Ничем не меняется, та же самая Москва управляет, та же самая элита, можно сказать, управляет, которая просто перекрашивается, которая просто меняет идеологию. Даже если завтра снова что-то поменяется, какая-то новая идеология придет, почему вы считаете, что мы 4-й раз должны соглашаться на договор? Почему? Вы говорите за весь народ Башкортостана, я правильно понимаю? Я говорю за то, что башкиры 3 раза подписывали договор с этой центральной властью, да. И 3 раза были обмануты. Почему вы считаете, что мы 4-й раз, мы похожи на идиотов, чтобы 4-й раз опять стучаться в одни и те же ворота? Совершенно разные государства, совершенно разные. Советский Союз не равно современной России, не равно Российская империя до этого. Или как она там, господи, называлась. Но же не одно и то же. Российская Федерация возьмите. То же самое было. Башкир, который напротив стоит, он совершенно разный. Он и в советское время был один, сейчас другой, а до этого третий, понимаете? Последний договор обманули нас 20 лет назад. Буквально прошло недавно. И это была уже Российская Федерация. Но не 20, а 30, да? А во-вторых... 20 лет, в 2000 году, все. Договоры уже были нарушены. Почему мы должны верить? Зачем? Потому что понимаете, что с каждым разом, когда башкиры подписывают очередной договор, и когда снова обмануты, они с каждым разом становятся все в худшем положении. Все в худшем положении. Почему кто дает гарантию, что через буквально, что мы сейчас подпишем очередной договор, будем снова обмануты, и наше положение еще больше не ухудшится, и, возможно, у нас вообще больше никогда не появится шансов создать свое собственное государство. Возможно, мы вообще потеряем свой язык. Я не про договор, я про то, что можно провести референдум и спросить людей, население Республики Башкортостан. Если население Республики Башкортостан говорит, мы хотим идти своим путем, отпустите нас, пожалуйста, отстаньте от нас вместе со своим Сталиным, Николаем II, Ельциным, Путиным, Медведевым и так далее. Просто отвалите. Все хорошо. Хорошо. По поводу референдума. Я думаю, сейчас отвечу, и, наверное, будем постепенно заканчивать, потому что время уже мы проговорили целый час. Можем проговорить. По поводу референдума. Украина поступила так. Она объявила о своей независимости в течение нескольких лет, 2 или 3 лет. Она рассказывала населению о том, как хорошо быть независимым государством,
о том, были вскрыты архивы, рассказывалось о том, сколько бед принесла им центральная власть Москвы и так далее. И когда население было созрело, провели референдум. Вот я за то, чтобы объявить о независимости, в течение 5 лет говорить о том, что происходило в Республике Башкортостан, открыть все архивы, рассказывать о прелестях независимости на примере других стран, которые стали независимыми государствами. А потом уже провести референдум. Если референдум через 5 лет правды подтвердит, что мы не хотим быть независимым государством, мы вновь вернемся. Как вам такой вариант? Но я считаю, что если мы посмотрим на принципы международного права, да, то за последние много лет вот их нарушил, по-моему, 2 прецедента было после Второй мировой войны. Это Косово и это Крым. Я правильно понимаю? И если в Косово была долгая гражданская война, то с Крымом Путин вышел и лицемерно сказал о том, что по уставу ООН, вот как раз ваш тезис про то, что если народ хочет, то вот как бы мы можем куда-то там перемещаться, и что. Ваш тезис, пожалуйста, повторите его про волеизъявление народа, вот, к сожалению, запамятовал. Право нации на самоопределение. Да, да, создания своего собственного государства. Путин этим прикрывался тем, что, грубо говоря, перекрыть этим другие принципы устава ООН, о нерушимости границ там и так далее. То есть, этот вопрос о том, что давайте мы выйдем, потом зайдем, потом еще что-то, мы должны как-то это закреплять какими-то документами, мы должны это обсуждать. Конечно, будут независимые наблюдатели, международные. Хорошо, да, но когда вы говорите о том, что мы сначала выйдем, а потом проведем референдум, то, опять же, нужно спрашивать народ. Как мы можем без людей взять их и лишить страны? Как мы можем спрашивать русское население, которое поголовно против, которое боится этой независимости? К сожалению, и мы оба с вами это знаем, большинство населения, 80% или 50%, но большинство вообще поддерживает войну в Украине и Владимира Путина. Тем более. Правильно? Правильно. И мы можем это не уважать, но мы не можем с этим не считаться. Мы не можем говорить, что там выпускать валюту отдельно, говорить, нет, на самом деле Башкортостан уже суверенная страна, просто эти люди об этом еще не знают. Надо с этими людьми разговаривать и общаться. И просто сразу взять, я не понимаю, как это просто юридически, по-правовому Точно так же, как и делали все государства постсоветского пространства, а также страны Варшавского блока, которые освободились от оккупации советской. Точно так же. Объявляется независимость, проводится референдум. Во многих сразу проводился референдум, потому что там народ готов был, как в Литве, там, да, Эстонии. А где-то проводился после, как это делалось в Украине. Вот и все. Но мы имеем право на создание своего собственного государства. Это закреплено в уставе ООН. И бояться, смотрите, сейчас новое время, сейчас новые люди, которые думают по-новому. И сейчас богатство вообще стран не находится в их недрах. Да, Башкортостан богатое государство. Сейчас в основном это человеческий капитал, который двигает страны. Вы согласны, наверное, со мной? Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы наше население осталось в Республике Башкортостан. Только надо, чтобы они осознали, что сегодня сначала, вот как вчера, да, я слушал, если в Европе до Первой мировой войны было 15 независимых государств, перед Первой мировой войной, перед Второй мировой стало их уже 30 независимых государств. В 90-х годах, в 91-м, 92-х годах их стало 60. И эта тенденция, она все равно будет. И я вас уверяю, что те же самые Шотландия получит независимость скоро, и Каталония получит независимость, и Баски получат независимость, и Северная Ирландия получит независимость. Все рано или поздно будут получать независимость. Это объективный фактор. Руслан, вы поймите, я же не против того, что я же не за то, что вот у меня есть вот эта карта России, я как вот этот русский медведь хочу, в Казахстан надо еще север забрать, и Украину забрать, и все это удержать вместе, потому что я такой вот русский перс. Нет, я просто говорю о том, что есть объективные, я уверен, что вы с этим согласны, объективные какие-то тезисы, что это может закончиться и гражданской войной, и хунтой,
и межэтническими конфликтами между Татарстаном и Башкортостаном, свободными, суверенными, тоже такое может произойти. Да, у этого может быть не шанс 100%, но он может произойти. И когда я говорю о том, что мне боязно, что я не понимаю, когда такой, например, такая личность, как Руслан Габасов об этом говорит, конкретный, то я выражаю опасения, я могу выражать опасения, но это никак не связано, Руслан, я еще раз вас уверяю, не надо говорить о том, что мы все, значит, если я выражаю опасения, то я псевдолиберал, и я хочу, чтобы башкиры жили плохо. Нет. Евгений, прямо сейчас страной управляет хунта. Прямо сейчас и Безусловно. башкиры, и татары, и русские умирают тысячами на войне. Прямо сейчас. Чем это отличается вообще? Вот какая мы сейчас прямо умираем, и сейчас прямо мы управляемся хунтой. И бояться каких-то там возможных потрясений. Это большая возможность, Руслан. Давайте не будем говорить о том, что этого там 0,1% вероятность. Она высокая. В любом случае, она высокая. И отрицать того, что это может пройти, нельзя. А если мы говорим, опять же, мы же не говорим, что Башкортостан сегодня должен выходить. Он будет выходить, когда мы все сядем и начнем разговаривать. И когда мы начнем разговаривать, тогда мы уже, то есть сопоставляя какие-то факты, спрося население, разговаривая с населением, тогда мы можем понять, в каком вообще виде этот организм огромный, безусловно, слишком большой, управляемый, как может Москва управлять Владивостоком, для меня это до сих пор загадка, безусловно, да, и уж тем более там теми островами, которые Японии когда-то принадлежали, там Курильскими, но говорить о том, что мы придем, заберем, а там уже плевать, потому что хуже, чем сейчас, не будет, может быть и хуже. Может быть, я отношусь к человеческой личности, каждый, я считаю, что она ценна. И говорить о том, что если сегодня умирают, то завтра хотя бы будут умирать за хорошее, а сегодня умирают за плохое. Для меня это не аргумент. И поэтому я выражаю свои опасения. Но это не имеет ничего общего с тем, что вы говорите, про то, что мы вам врем, мы опасны, и мы хотим вас всячески запретить, вам язык вообще всех запретить, и посадить везде своего какого-нибудь желательно еще русского губернатора, который будет, я не знаю, пить кровь младенцев. И это, безусловно, не так. Я надеюсь, что мы друг друга поняли в этом, о том, что... По крайней мере, я услышал, что вы не против независимости. Это уже хорошо. Тогда на этом, наверное, будем заканчивать, потому что есть о чем еще все равно в дальнейшем разговаривать. И вы правильно говорите, что все будет решаться за столом переговоров. Конечно же, мы будем в любом случае сядем и будем обсуждать. Мы будем отстаивать свои позиции, вы будете отстаивать свои позиции, пытаясь нас оставить в этой империи. Мы будем рваться на свободу. Я против империи, Руслан, представьте себе. Ее можно... Нет, конечно, она официально не империя, но на самом деле она империя, потому что управляется из Москвы. На сегодняшний день, безусловно. А когда сядем разговаривать, это не будет империя, Руслан. Вы опять передергиваете. Хорошо, на этом тогда заканчиваем. Руслан, хочу сказать, что, конечно, безусловно, какие-то стримы раз в какое-то время по каким-то особенно триггерным темам, не обязательно муссировать один и тот же тезис про независимость, независимость, мы можем про текущие какие-то проблемы разговаривать. Я всегда рад, на самом деле, подискутировать с кем угодно, на самом деле, лишь бы мы как-то приблизились к той истине, которую мы, на самом деле, наверное, все хотим к ней приблизиться, какой бы она ни была. Согласен, в любом случае, конечно же, надо общаться, надо обсуждать. И, как я сказал, что те преобразования, которые рано или поздно наступят, они в любом случае наступят. И уже сейчас мы должны проговаривать те вероятности, которые могут наступить, да? Поэтому мы с вами два довольно свободных в этом плане человека. Тот же Руслан, например, выходя с вами в эфир, он по понятным причинам не может там переходить какие-то определенные красные флажки. Я здесь могу только не произносить тех фамилий людей, которые там живут в Уфе, потому что я не хочу, чтобы завтра за ним пришел товарищ майор. Но в наших позициях, в нашей дискуссии мы, я думаю, оба свободны, и это тоже, на самом деле, очень хорошо. Все, на этом тогда прощаюсь. Спасибо большое. Спасибо также всем зрителям, кто смотрел. Надеюсь, вы остались довольны. Так, сейчас я здесь...